Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске. Онлайн-площадка для Абхазии. Министерство экономики республики и российская компания «Макрономика» подписали соглашение. Яркий дебют. Опасный урок, из-за чего падают лампы освещения в спортзале 4-й Сухумской школы. Сегодня состоялось подписание соглашения между Республикой Абхазия и российской компанией «Макрономика». Документ был подписан министром экономики Абхазии Отгуром Ардзинба и генеральным директором компании «Макрономика» Алексеем Лариным. Данное соглашение предоставляет всем коммерческим компаниям Абхазии доступ к международной онлайн-торговле. Абхазия стала первой страной, с которой компания «Макрономика» подписывает подобные соглашения. Это еще одно доказательство того, что представители российского бизнеса воспринимают Абхазию как надежного партнера, с которым можно выстроить длительные и взаимовыгодные отношения. Уже сегодня есть множество идей для дальнейшего плодотворного сотрудничества стран в области экономики. Радует то, что я вижу столько здесь молодых лиц. Но и хотелось бы, чтобы к такого рода мероприятиям присоединялись бы наши люди, которые занимаются малым, средним бизнесом. Это для них. Это перспектива, которая позволит нам состояться. Без расширения рынка сбыта и без выхода на международный уровень малый и средний бизнес не может расти. Правительство должно сегодня уже направлять свои усилия на то, чтобы искать пути выхода на этот международный уровень, создавать условия для того, чтобы это происходило бы быстрее. Сегодня мы делаем, я думаю, очень важный шаг на пути интеграции абхазского бизнеса в мировую экономику. На сегодняшний день онлайн-платформа «Макрономика» объединяет 9 миллионов российских компаний. С ее помощью российские производители осуществляют экспорт товаров и продвигают свои услуги контрактного производства по всему миру. Простая система регистрации, мощный программный комплекс и труд экспертов из нескольких отраслей становится возможным. Более того, у каждой компании также есть собственные На сегодняшний день онлайн-платформа «Макрономика» объединяет 9 миллионов российских компаний. С ее помощью российские производители осуществляют экспорт товаров и продвигают свои услуги контрактного производства по всему миру. Простая система регистрации, мощный программный комплекс и труд экспертов из нескольких отраслей становится возможным. Более того, у каждой компании также есть собственные представительства в интернете, заявил директор компании «Макрономика» Алексей Ларин. Среда обитания бизнеса – это место, где есть возможность для свободного общения между бизнесом, властью. Абхазия как раз является тем местом, которое дает эту возможность. То есть на Макрономике можно находить бизнес-партнеров и продавать свою продукцию, общаться с государством и получать напрямую государственные услуги. По словам министра экономики Абхазии, подобное соглашение будет являться гарантом активного включения всех коммерческих компаний Абхазии в процесс международной экономической интеграции. Более того, он отметил, что Абхазия стремительно развивается в экономическом плане. Это действительно такой интересный шаг и возможность для наших предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса, участвовать в международной торговле без посредников. Мы абсолютно уверены в том, что экономическая база, экономическая составляющая нашего государства по всем показателям, она соответствует нашим потребностям, и мы в состоянии не то что содержать свое государство сами, а более того быть еще хорошим, надежным партнером для Российской Федерации. Есть у нас с вами уже сегодня что предложить миру. Мы этим гордимся. У нас более 5000 индивидуальных предпринимателей, тех людей, которые трудятся. Их количество с каждым днем увеличивается, в том числе и за счет поддержки государства.
После подписания соглашения состоялась большая презентация проекта «Макрономика» для представителей бизнеса. Здесь отмечалось, что для абхазских компаний участие в проекте будет бесплатным. К тому же российская сторона берет на себя обучение студентов экономических специальностей. Также в 2016 году планируется организация ряда мероприятий по налаживанию партнерских взаимоотношений между абхазскими производительными компаниями и заказчиками из России. Рената Шакая, Сария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба подписал конституционный закон о поправке Конституции о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. В поправке Конституции говорится о том, что Республика Абхазия признает ценность и неприкосновенность семейной жизни, принимает меры по защите и укреплению семьи как основного и независимого института. Государство в равной степени защищает жизнь матери и нерожденного ребенка. Конституционный закон о поправке Конституции был принят Народным собранием 21 марта. Делегация Торгово-промышленной палаты принимает участие в 18-й международной сельскохозяйственной выставке «Агроуниверсал-2016», проходящей в Ставрополе. В выставке принимают участие более 170 российских и зарубежных производителей. Абхазский стенд пользуется большой популярностью. На выставке широко представлена продукция абхазских производителей. 38 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии удостоены медали за верность Отечеству. Награда учреждена Всероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане. Для вручения медалей в Абхазию прибыл руководитель Северо-Осетинской региональной общественной организации «Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов» Сергей Дудев. Чествование ветеранов состоялось в Музее боевой славы в Сухуме. В списке награжденных ветераны из разных районов и городов Абхазии. Ученики одной из сухумских школ уже более 2 недель не могут заниматься физкультурой. Посещение спортзала стало опасным для жизни из-за падающих сверху ламп освещения. Никто из детей не пострадал, однако продолжать занятия в опасном для жизни месте руководство школы отказывается. Подробности в репортаже Нис Фаршба. Эти кадры сняли педагоги, когда обнаружили повисшую на проводах лампу. С перепугу стали вызывать МЧС, пожарную и все экстренные службы города. Тогда лампу с потолка сняли, и вроде бы история на том закончилась. Но спустя неделю разбились 2 лампы уже в центре спортзала. 15 дней тому назад утром мне сообщили, что в спортзале лампа чуть ли не упала и висит. Зашла, увидела, мы даже сняли. После этого мы детей вывели, и я запретила. Но я подумала, решила, может, это случайно можно запустить детей. Запустили. И, наверное, нас Бог спас, потому что после урока, вот вышли они через 2 минуты, 2-я лампа упала и разбилась. Каждая лампа весит около 15 килограмм, а их в спортзале почти 50. Из крепежей лишь 6 болтов, и любой удар того же футбольного мяча может превратить эту красивую конструкцию в смертельный снаряд. Конечно, категорически я запретила, и уроки не проводятся. Когда хорошая погода, они на улице, а вот когда плохая, в классах. А в классах физкультуру провести, это, по-моему, невозможно. Я сообщила, куда надо было в управлении образования, написала. Они откликнулись, пришли ребята, посмотрели и ждем до сих пор с понедельника. Капитальный ремонт 4-й средней школы был завершен в 2014 году. Однако, по словам директора, до сих пор объект не сдан в эксплуатацию. Нет акта приема, собственно, как и нет акта проделанных работ. За 2 учебных года спортзал понемногу приходит в непригодность. Гниют полы, отваливаются спортивные снаряды, падают с потолка лампы. Пол был на месте, все хорошо. Но по конструкции, по инструкции они не сделали. Потому что надо было окна с 2 сторон. Ниже пола, чтобы пол дышал. Это любой знает, что так надо делать. Понимаете? Если пол не дышит, этот пол гниет. Я вот разобрал здесь. Доски толстые. 60-ки, по-моему, даже или 70-ки. Ну, половина уже гнилые. А лаги то, что идут по краям. Вообще порох. О критической ситуации в школе уже известно образовательным ведомствам республики всех уровней. А в начале недели спортзал посетили и строители, которые обещали исправить ситуацию в самое ближайшее время. Нис Фаршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.
Сотрудники УВД города Сухум задержали злоумышленника, похитившего осветительные приборы в парке Свободы. Им оказался житель Сухума Геннадий Муминов. По месту проживания данного гражданина обнаружены похищенные светильники. По словам исполняющего обязанности начальника отдела дознания Энвера Шуген, задержанный в содеянном сознался. По данному факту 31 марта 2016 года в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, то есть Муминов Геннадий Джороханович, который в содеянном раскаялся и вырванные плафоны вернул органу дознания. В настоящее время в отделе дознания УВД по городу Сухум ведется доследственная проверка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7, днем 16 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.